Замурованной в своем участке многодетной семье с ребенком-инвалидом до сих пор приходится выходить из двора через забор соседа. Напомню, мы ранее рассказывали про Сметаниных, которые заперты в своем клочке земли посреди 8 участков. В любой экстренной ситуации к дому ни пожарная машина, ни скорая помощь подъехать не сможет. С какими еще трудностями столкнулись Сметанинами, расскажет Светлана Амосова. Сегодня сосед сказал, что последний раз открывает ворота. В следующий раз все, уже не открою ворота, сказал. Прошло уже 2 недели с момента заказа воды. Сейчас у семьи осталось запаса всего на несколько дней. В следующий раз сосед грозится штрафом в 500 тысяч рублей. В доме установлена емкость на 2 куба. Этой воды хватает максимум на 3 недели и только при условии, если редко ею пользоваться. Но с 3 детьми нужно постоянно стираться, готовить, убираться и мыть детей. А другие соседи запрещают даже проводить через их участки шланг и не отзываются на их ситуацию. Более того, из-за отсутствия дороги у семьи нет возможности подвести к дому газовую трубу. Сейчас им приходится через каждые 3-4 дня таскать вот такие баллоны, чтобы как-то поддерживать в доме тепло и ежедневно готовить. Так быстро заканчивается, конечно. В холода 2 дня держится. Один баллон, примерно большой баллон, 1200 заправка стоит. Разбираться в этой ситуации начал еще их дедушка, на которого и зарегистрирована земля. С 2014 года он всяческими способами пытался вернуть проезд к дому. С тех годов накопились целые кипы бумаги с обычными стандартными отписками. Никто никакие меры не предпринял. Но сейчас ситуация начинает набирать обороты. Недавно к ним приезжали члены Общероссийского народного фронта и пообещали полностью взять под свой контроль данную ситуацию. На сегодняшний момент окружная администрация ведет активную работу. На уровне заместителей главы города Якутска проводится совещание. Дано поручение градостроительству, департаменту градостроительства города Якутска рассмотреть возможные варианты проезда с учетом всех пожарных и других отступов. Управа Сайсарского округа и агентство земельных отношений тоже взялись за это дело. В ходе проведения анализа установлено, что причиной всего этого стали некорректно уточненные границы ранее отведенных земельных участков. По итогу разработано 2 пути решения через смежные участки. Будем напрямую выходить на соседних земельных участков, на собственников соседних земельных участков, и будем их по одному приглашать в учреждения и с ними договариваться. Зеленым отмечен участок Сметаниных. Есть вариант исправления границ смежных земельных участков путем перераспределения. То есть этому соседу будет выделена зеленая площадь взамен на этот участок земли. Тогда у Сметаниных появится выезд. Но в случае их отказа от рядом стоящего пустого участка мэрия Якутска будет выкуплена часть земли. В свою очередь Следственный комитет завел уголовное дело по факту. Пока виновный круг лиц не установлен, ведется следствие. Но когда они получат дорогу к собственному дому и смогут спокойно передвигаться, пока неизвестно. Семья сейчас надеется на быстрое решение дела. Ведь невозможно жить в такой ловушке с 3 маленькими детьми и быть отрезанным от всего мира. Наш телеканал и дальше будет следить за развитием событий. Светлана Амосова, Семен Семенов, Григорий Хлопков, Джулус Иннокентьев, Якутск.